Эти машины у многих ассоциируются с игрой в гольф. Правда, забава английских аристократов не особо популярна в Ингушетии, зато активно развивается туризм. И здесь, в Магасе, эти электромобили пригодятся не меньше, чем в Лондоне. Машины закуплены в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Гольф-кары предназначены для перевозки туристов. Прокатиться на них может любой желающий. При поддержке Комитета туризма в рамках объявленной программы специальной федеральной, в рамках которой были закуплены специальные электромобили, так называемые гольф-кары, для того, чтобы реализовать интересные турмаршруты как по городу Магас с подробным рассказом через деятельность наших гидов и экскурсоводов о том, что, собственно говоря, из чего состоит город Магас, об истории Магаса, и не только истории Магаса, но и всей республики Ингушетия в целом. Прогулки для туристов организуют у 100-метровой башни Согласия, являющейся символом национального единения и одной из главных достопримечательностей региона. Машины экологичные, а значит вредных выбросов в атмосферу не будет. Возрастных ограничений для перевозки нет. Надеемся, что с помощью этих гольф-каров город Магас приобретет еще большую дополнительную степень своей привлекательности, в смысле интереса туристов, приезжающих к нам в гости. Ну и надеемся, соответственно, на то, чтобы посредством использования этих гольф-каров, электромобилей развлекать и наших местных жителей. По итогам 2023 года туристский поток в Ингушетию вырос на 10% и достиг 115 тысяч человек. Развитию туристической отрасли способствует нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого на текущий год направят более 17 миллионов рублей на обустройство национальных туристских маршрутов, покупку туроборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий и создание кемпингов. Адам Мережков, Султан Магушков, Магас 24.